Винитех Сифел – профессиональная площадка для виноделов со всего мира. Выставка разделена на два основных сектора – сельское хозяйство и пищевая промышленность. Представленная продукция и экспонаты охватывали все самые важные для виноделов сферы – вино и крепкие напитки, винодельческое оборудование и для винных погребов. Помимо технической истории на выставке есть стенды, где у разных стран была возможность провести дегустацию и рассказать о своем винном регионе. Именно здесь и были презентованы абхазские виноделы. Конечно, главной целью было представить Качич. Там смысл это в том, что там не просто там прохожие какие-то случайные на этой выставке, это люди, профессионалы, которые так или иначе связаны с вином, либо через оборудование, либо через там, технику, либо через, собственно, производство. Там много производителей, которые сами производят вина, и там случайных людей нет. Либо это студенты, которые учатся, да, на каких-то винных не знаю, специальностях. Вот. И очень важно было бы, для нас, мне казалось, очень важно показать кому-то в мире, что существует такое явление, как абхазское виноделие. Абхазское виноделие, абхазские сорта, уникальные, ни на что не похожие, и люди, которые могут это реализовать. Вот уже 2 года Ассоциация виноделов и виноградарей республики совместно с международными организациями работает над возрождением автохтонных сортов винограда. Сейчас в первую очередь речь идет о таких сортах, как Качич и Ахбаш. Вино именно из этих сортов и привезла абхазская делегация в Бордо. Европейские сорта людям сейчас там такой публике неинтересны, потому что тысячи производителей в мире, которые пытаются сделать что-то, и там соревноваться очень сложно. Но когда люди пробовали наши сорта уникальные, которые не имеют каких-то совершенно, ничего подобного они раньше не видели. Они видят, что это совершенно новые сорта, но при этом у них большой потенциал, богатство вкуса, там, серьезно там послевкусие, цвет. По всем параметрам они, может быть, не уступают каким-то общемировым, например, образцам, но в то же время это совершенно новое, и это вызвало очень такой отдельный интерес. Люди ходили, значит, один кто-то попробует, потом приводит своих друзей, там еще 5 человек, и на стенд все время бурлил. Качич, из которого виноделы сделали вино для выставки в Бордо, был собран на виноградниках директора компании «Вина и воды Абхазии» Николая Ачба в селе Эшера на высоте 375 метров над уровнем моря. Мы выставляли 4 вина. Это Атова, Дашта, Лаша. Алхаз уже говорил, это эндемические сорта винограда, такие как Ахбаш, Качич. Вот, это первое наше вино, Ахбаш и Качич. Я говорю о Ахбаш и Качич. В этом году мы сделали первое вино из этих сортов винограда. Довольно сложные сорта винограда, неизученные. Как Алхаз говорил, мы провели, генетический анализ, точно установили, что это Качич, точно установили, что это Ахбаш. Почему я говорю точно установили? Потому что вина и воды Абхазии провели достаточно большую работу по поиску этих сортов винограда. Приезжали, ездили по селам, доставали эти черенки. И когда мы, отправляли эти черенки в Европу на генетический анализ, нас спрашивали, те, кто делает этот анализ, а какой именно Качич? Какой из этих Качич? Вот, в общем-то, у них этот Качич довольно известный сорт винограда еще в советские времена. Много о нем написано в разных ампелографических учебниках. И, в общем, мы выявили, где Качич, где Ахбаш, и достоверно узнали, кто именно Качич, кто Ахбаш. Вот поэтому я и рассказываю эту предысторию, потому что очень большая работа была проведена. Как рассказывает Саид Ачба, мало просто вырастить виноград, важно еще подобрать технологию и определиться с ней. Абхазские виноделы уже активно работают над винами из эндемических сортов винограда, но пока рано говорить о том, что скоро они станут доступны массово. Многие отмечали, что вино хорошего качества, оно не похожее на другие вина, и мы были очень достойными, в общем-то, представителями выставки. Сейчас
чтобы вам, наверное, есть видео, которые уже гуляют по соцсетям, показывают, какой ажиотаж был около нашей стойки. Очень много людей подходило. Я, наверное, не совру, не даст. Ну, ажиотажа у нашей стойки было, наверное, больше всего. Да, Лаур? Да. Вот. Люди приятно были удивлены. Сперва они подходили так, а что за Абхазия, кто такие, откуда? Виноделие еще у них есть, оказывается, там какие-то вина есть предоставлены. Что они еще и виноделие имеют, а где вы расположены? А когда им говоришь, вы знаете, у нас субтропики, а у вас еще субтропики, а у вас еще и виноделие есть. Вот. Но мы рассказываем, что у нас вообще маленькая страна, но страна с микроклиматами. Каждая деревня чуть ли не имеет свой микроклимат, и это правда. Вот. И у нас разные уровни от моря. На каждом уровне свой микроклимат. У нас разный теруар. Представлен богатый достаточно теруар, и у нас можно получать высококачественные вина на этих теруарах. Вот. Они попробовали и действительно подтвердили, действительно, ну, очень много оценок. Я сейчас не хочу вам хвастаться, но действительно так, много положительных оценок. Мы просили их, ребят, вы делаете только вот настоящие отзывы, как вам эти вина. Мы не так много вина повезли, потому что трудно было туда провести. Винитех Сифел проходит в Бордо раз в 2 года, и именно 2 года назад у абхазских виноделов впервые появилось предложение принять в ней участие. По словам креативного директора Ассоциации виноделов и виноградарей Лауры Тарнава, было сделано многое, чтобы республика смогла быть представлена на такой крупной площадке и достойно. Благодаря этому приглашению, нашему энтузиазму и вере в то, что мы что-то можем, потому что скептиков тоже было много, и люди говорили, ну чем вы удивите француза, вы вообще чем вы можете удивить мировое сообщество, которое уже, у них вот такой опыт, и они такие прям впереди планеты всей, что правда действительно. Но вот, слава богу, представители ассоциации, вообще все ребята, мужчины, девушки поддержали вот эту мою идею, и мы с верой в то, что мы что-то можем и нам есть что показать, туда поехали. Готовиться мы стали... Вообще вот идея создания, попробовать сделать вино из качеч, которые, к сожалению, как уже все рассказали, очень мало у нас на данном этапе, но мы все равно попросили у Николая Ачпа вот какое-то небольшое количество винограда, которое они смогли нам выделить, и сделали вот это вот отдельное вино, которое делалось не на винах и водах, а именно вот мы самостоятельно его сделали от ассоциации. У нас получилось всего 350 бутылок. И вот именно с этим вином мы и поехали как раз на эту выставку. И, в общем, произвели, так скажем, без ложной скромности, мы произвели фурор, потому что около нашего стенда было очень много народу. По мнению всех наших собеседников, участие Абхазии в такой выставке – это еще и очередное подтверждение того, что мы можем заявлять о себе как независимое государство на самых разных платформах. Президент Ассоциации виноделов и виноградарей Алхас Аргун говорит, что вино – это в первую очередь культура. Виноделие, там вообще вино – это часть культуры народа. И это та же дипломатия, через такого рода дипломатию тоже можно находить какие-то пути к сердцам там, не знаю, людей во всем мире, чтобы... Это же часть признания, не бывает, что оно падает просто с неба. Его надо добиваться по разными путями, в том числе и через культуру, и через вино. Это тоже часть культуры. А насчет попыток, были кривые, косые взгляды, скажем, грузинских представителей мы видели, но каких-то прямых попыток помешать или что-то сделать у нас, к счастью, не было. Абхазское вино не просто вызвало интерес у экспертного сообщества, но и желание при возможности приобрести его, что особенно ценно. Очень много людей к нам подходило и прямо там просили: продайте нам это вино.
но мы, к сожалению, там ничего не могли продавать, там вообще формат не подразумевает какие-либо продажи, плюс у нас было вина мало, поскольку мы вот, так, привозили его, так не могли отправить большую партию. Конечно, мы там ничего не продавали, но у нас там пару бутылочек осталось в конце выставки. Мы, естественно, их подарили людям. Так что желание покупать есть. Даже уже когда мы вернулись, я стала получать сообщения от людей, которые говорили, как можно купить, как приобрести, где взять ваше вино. То есть интерес есть безусловный. И, ну, вот пока на данном этапе, конечно, не было никаких там договоров, не заключалось, ничего такого мы не делали, но интерес безусловно, есть. Ассоциация виноделов и виноградарей Абхазии продолжит заниматься, помимо основной своей работы, еще и популяризацией, а также поиском и освоением новых экспертных и авторитетных винных площадок. Элеонора Гилаян, Тимур Гогохия, Абаза ТВ.